Здравствуйте, я Эветстова Сандара, ученица 7 класса Якутской городской национальной гимназии имени Черявих, руководитель Аршакова Аграфена Ивановна. Тема нашего исследования – признаки зоолотрии в религиозных воззрениях народов РСА. В прошлом году мы изучили образ волка в культуре Саха. Исследуя данную тему, мы заинтересовались поклонением животным и птицам как божествам. Почему животным и птицы играли важную роль не только в повседневной жизни народов, но и в религиозно-мифологических воззрениях. Поэтому цель нашего исследования – выявить признаки зоолотрии в религиозных воззрениях народов. Для этого нужно изучить материалы о животных божествах, изучить материалы о происхождении тотемных животных, попытаться раскрыть следы зоолотрии в культуре народов. Что же такое зоолотрия? Зоолотрия от греческого «зоон» – животное, и латрия – богослужение, культ религиозное почитание животных или богов в образе животного, поклонение животным. Почитание животных и птиц широко распространено у всех народов северо-востока России. Оно связано с тотемизмом и промысловыми обрядами. Некоторые случаи возникли на основе различных форм верований, также страха перед грозными хищниками, например, медведь-волк. У всех народов севера был развит культ медведя. Также мы узнали, что большинство народов Дальнего Востока существовал культ оленя-лося. Об этом можно узнать у Алексея Анатолия Афанасьевича. По поверьям северных народностей, оленя является посредником между мирами богов и людей. По материалам Алексеева у оленоводов-тунгусов были священные олени 3 типов. Первый – священный шаманский олень Эгевек, посвященный Верховному Богу. На них возили только шаманскую атрибутику, они были посредниками между богами и духами. Второе. Священный шаманский олень Кюджай, покровители оленных людей. Третье. Священные олени Эджок, покровители оленей стада. Признак обоготворения якутами отдельных видов животных и птиц, проявление обоготворения культ орла и почитание лебедя, Олонхо – мировое дерево, соединяющее все 3 мира – верхний, средний и нижний. Его крона достигает верхнего мира, и на самом ее верхушке восседает божественный трехглавый орел Хампарун Хатайкыл. Почему птицу называют зверем? Наверное, из-за придачи ему силы власти. Его символическое изображение мы видим в якутской ритуальной иконовязи. Также примером зоолотрийного почитания якутов является обожествление коня Вознесения, его ранг светлых божеств, и существовало особое божество коневодства. Джайгай говорил о существовании культа коня, в честь него выполняет различные обряды жертвоприношения. Он выполняет функции бога-покровителя конного скота и стоит наряду с Урюгой и Итаном. Особое место образ коня-лошади занимает в обрядовой культуре. В данное время культ коня-лошади Кюре Джайгай мы ярко видим в праздновании традиционного праздника Игех. Таким образом, у коренных малочисленных народов севера сохранился культ почитания медведя. А что касается культа почитания лося-оленя, то по влиянию современной цивилизации забыты многие обычаи и традиции, связанные с ним. Но во время празднования встречи солнца Бакалдын священное действо начинает с обряда через приветствие священного оленя. У народов Саха данное время почитание коня Джайгай сохранился в обряде культуры при праздновании встречи лета, Нового года Игех. В основном обряде встречи солнца культ орла и лебедя сохранились в виде табу – не убить и не есть их мясо.
исконное понимание боготворения орла и лебедя в основном забыты.